Добрый вечер. Время новостей на АТР. Сегодня 7 апреля, четверг. Это 770-й день аннексии Крыма. Заседание по делу Меджлиса перенесли на завтра. Появилась информация, что здание Верховного суда оккупированного Крыма заминировали. По словам главы ЦИК Курултая крымско-татарского народа Заира Смедляева, заседание сопровождалось невиданными ранее мерами безопасности. К зданию суда приехали вооруженные люди в касках с автоматами. Позже подъехали пожарные и скорая. Но заседание провели. Адвокат Жамиль Темишев хотел привлечь к процессу бывшего члена Меджлиса, председателя Госкомнатса Крымской оккупационной администрации Заура Смирнова. Однако ему отказали. Госкомнатс представил адвоката. Инициатор иска, прокурор российской администрации Наталья Поклонская, в суд не пришла. Заседания о запрете Меджлиса начались 3 марта. Обвинение утверждает, что представительный орган крымских татар незаконно функционирует на территории России и осуществляет экстремистскую деятельность. Как и обещал глава Госкомнатса на встрече с Сергеем Аксеновым, они в полной мере, даже чрезмерно поддержали административный иск, сказали, что Меджлис – это самая экстремистская из экстремистских организаций в Крыму, что ее нужно запретить. Но между тем он начал вообще свою речь с того, что мы, оказывается, неправильно считаем, что крымские татары являются коренным народом, что для этого нет никаких оснований, и международные акты это не подтверждают. Мы, естественно, возразили. Самое интересное, что он не уточнил, что это его личная позиция, и мы считаем, что, значит, таким образом он представлял позицию Госкомнатса. Мы, я думаю, основательно опровергли вот подобный подход, но это не помешает суду принять решение. Основные претензии, опять-таки, были вокруг того, что Рифат Чубаров, как председатель Меджлиса, на усмотрение правоохранительных органов совершает некие экстремистские действия, значит, и весь Меджлис совершает экстремистские действия, и, соответственно, нужно его запретить. Вторая группа претензий была к тому, что Меджлис крымско-татарского народа ничего не делает ради крымских татар, а вот Госкомнатс и общественные организации, например, Крым-Бирлиги, Муфтият, Крым и так далее, они в поте лица стараются отстаивать и защищать проблемы крымских татар. И по словам представителя Госкомнатса, вот еще чуть-чуть, и все будет сделано, все будет прекрасно, и название вернут, и землю дадут, и деньги выделят, и все хорошо будет. Мы ходатайствовали, в частности, о приобщении еще нескольких документов, которые подтверждают, что Меджлис крымско-татарского народа сформировал на территории 3 областей Украины региональные меджлисы, а также в третьих странах и в международных организациях действуют представительства официальные Меджлиса крымско-татарского народа, что вместе можно считать, с точки зрения действующего в Крыму законодательства, что мы являемся международной структурой. А, соответственно, иск в отношении Меджлиса должен рассматривать Верховный суд Российской Федерации в Москве, а не в Симферополе, Верховный суд Республики. Пока этот вопрос остался неразрешенным. Также поступило ходатайство о допуске к судебному процессу представителей местных и региональных меджлисов, так как, на наш взгляд, затрагиваются их интересы и права, и решение суда в отношении запрета меджлиса коснется и их в частности, что и подтвердил представитель прокуратуры. Но суд в этом отказал. Крымский суд не удовлетворил апелляцию по фигурантам 26 февраля. Адвокат Николай Полозов оспаривал решение Верховного суда оккупированного Крыма о продлении сроков содержания под стражей Ахтему Чийгозу, Али Асанову и Мустафе Дегерменджи. 26 февраля 2014 года произошла давка под стенами парламента Крыма в результате 2 митингов пророссийского и за целостность Украины. Пророссийский митинг возглавлял Сергей Аксенов. Сторонниками целостности Украины в основном были представители крымско-татарского народа. В результате давки погибли 2. Оккупационная прокуратура считает виновными представителей крымских татар. МИД Украины требует срочно предоставить нелимитированный доступ украинских консулов к Надежде Савченко, а также украинских и европейских врачей. Об этом Пятому каналу сообщила пресс-секретарь ведомства Марьяна Беца. Консулов к пленной летчице не пускали и вчера. Об этом сообщал ее адвокат Марк Фейгин. Надежда Савченко объявила сухую голодовку с запретом кормить ее насильно, этапировать куда-либо и с требованием немедленно вернуть ее в Украину. О таких радикальных шагах Савченко предупреждала несколько дней назад в письмах, которые обнародовали ее защитники и сестра. Мы
закликаємо Росію виконувати норми міжнародного права і міжнародні договори, які ратифіковані Росією, а також законодавство Росії, яке передбачає надання консулам можливості відвідання своїх громадян. Ми вважаємо, що це навмисне затягування процесу з боку російської сторони. Ще раз вимагаємо терміново надати доступ, нелімітований доступ українських консулів, а також лікарів, українських лікарів, європейських лікарів до Насії Савченко. В Крыму на неделю введут графики подачи электроэнергии. С 11 по 17 апреля ограничат подачу электроэнергии до 285 мегаватт, якобы из-за работ по строительству третьей нитки энергомоста. Без электричества могут остаться некоторые жители Крыма. Власть оккупированного полуострова пообещала не отключать стратегически важные объекты. Преимущественно будут обесточены котельные. Здания крымских татар в Судаке сносить не будут. Владельцы 2 домов в массиве Алчак договорились с руководством компании «Пика Крым», претендующей на земельный участок, на котором расположены здания. Они компенсируют сумму в 9,5 миллионов рублей и будут включены в состав учредителя организации. Данную информацию подтвердила крымский политолог Ленора Дюльберова. Ранее 6 зданий и кафе, принадлежащие крымским татарам, хотели снести. Тогда было принято решение отложить снос на 10 дней. Жителям вручили документы, обязывающие их выплатить 76 миллионов рублей компенсации. Жители старого дома в Севастополе много лет живут с протекающей крышей и не могут добиться капитального ремонта исторического здания. Говорят, в прошлом году на ремонт кровли было выделено 3 миллиона рублей, но через некоторое время им заявили, что ремонт делать невозможно. Здание признали культурным наследием. Теперь, чтобы сделать ремонт, нужно пройти бюрократическую процедуру. Между тем, из-за осадков кровля и исторический облик здания могут разрушиться совсем, переживают жители. И возмущаются, что коммерческие структуры не жалеют средств на обустройство своих объектов в этом доме. Крыша-то, она в первую очередь должна быть отремонтирована, потому что она защитит наш дом от этих потоков воды на балконы, на лоджии, на фасад. Потому что все дырявое, все сгнило. Было внесено множество незаконных конструктивных изменений, в том числе пристройки незаконные к его фасаду. Также были внесены изменения владельцами нынешнего, был раньше было общество «Ренессанс», сейчас банк. И это было позволено. Железные дороги Крыма приходят в упадок. Убыточность отрасли в Севастополе привела к увольнениям машинистов. Тепловозы стареют и превращаются в металлолом. Перевозки снизились на 90%. В дирекции промышленного железнодорожного транспорта сообщают, что сотрудники выходят на работу 2 раза в неделю. При этом средняя зарплата составляет чуть меньше 7 тысяч рублей, а ее задолженность более 1,5 миллиона рублей. Предприятие надеется на поддержку оккупационной власти, а пока железнодорожная техника стоит без дела. В Крыму начали выписывать первые протоколы за украинские номера. До 1 апреля крымские автовладельцы должны были поменять украинские номера СН и АК на номерные знаки российского образца. После этого в течение 10 дней автовладельцам будут выписывать протоколы и делать устное предупреждение. Следующий шаг – штраф от 500 до 800 рублей. Через 10 дней после штрафа те, кто не смог сменить номерные знаки, получат административный штраф в 5000 рублей или лишатся права управления авто на 3 месяца. Молодежное движение «Стоп-хам» в Крыму игнорирует российское законодательство. Активисты уверяют, они, несмотря на запрет Московского суда, продолжат бороться с теми, кто нарушает правила дорожного движения. Обычно в качестве цели выбирают безответственных автолюбителей, которые игнорируют правила парковки или ездят по тротуарам. Участники акции ищут неправильно припаркованные авто, обращаются к водителю с просьбой перепарковаться. Если диалог не складывается или водителя долго нет, на лобовое стекло автомобиля приклеивается круглая наклейка с текстом «Мне плевать на всех, паркуюсь где хочу». Как правило, это вызывает возмущение у нарушителей. Что касаемо наклеек. Клеили. Вот всем отвечаю сейчас. Клеили, клеим и будем клеить. Эти наклейки оставляют большие следы. И довольно нелегко их смывать подручным материалом. Поэтому нужно какой-то, там, я не знаю, специальные препараты.
Поэтому я считаю, это не нужно делать. Нужно найти другой подход к этому вопросу. Я думаю, что не стоит так делать, конечно же. Но я, в общем, не совсем уверена, что это правильно. Хотя, может быть, надо поразумнее, конечно, парковаться иногда. Иногда это и правда переходят все какие-то рамки. В зоне проведения антитеррористической операции боевики незаконных бандформирований активно ведут бои. За минувшие сутки террористы 67 раз открывали огонь из оружия разного калибра и назначения. Украинские воины были вынуждены открыть огонь в ответ для удержания своих позиций. Гаряче було на Донецькому напрямку. Поблизу Луганського, по наших опорних пунктах, ворог неодноразово вів вогонь з озброєння бойових машин піхоти. З мінометів різного калібру було завдано 11 вогневих ударів біля Авдіївки та по одному районах Невельського, Новгородського, Опитного, Шахти Бутівка та Зайцевого. Для обстрілів в Пісках та Світлодарському групи бойовиків використовували стрілецьку зброю та своїх снайперів. На Маріупольському напрямку бандити проявили активність поблизу Мар'їнки, де по позиціях наших військ 6 разів стріляли з гранатометів, кулеметів, зенітних установок та стрілецької зброї. В районах оборони українських підрозділів у Широкіно та Красногорівці вони вели вогонь з мінометів. На Луганщині по нашим бійцям в районі Новозванівки бойовики використовували зенітні установки та автоматичні гранатомети. В свою чергу українська армія 10 разів відкривала вогонь у відповідь по незаконним збройним формуванням та продовжує надалі надійно утримувати свої позиції. Профессия «Жизнь спасать». Из-за увеличения количества обстрелов боевиками в зоне АТО была создана система оказания первой медицинской помощи и эвакуации раненых с передовой. Примером службы стало вчерашнее спасение 2 бойцов, которые длительное время защищали Авдеевку и в результате разрыва гранаты и обстрела из стрелкового оружия получили многочисленные ранения. Оказание экстренной медицинской помощи раненым бойцам произошло еще на передовой, а затем в военном вертолете. В кратчайшие сроки украинские воины попали в военные госпитали. Теперь их жизнь в безопасности. Поранені внаслідок виконання своїх бойових завдань в зоні АТО отримали мінно-вибухові поранення, доволі серйозні. Будемо сподіватися, що все буде добре, що ми встигли все зробити вчасно. Обидва були прооперовані. Оскільки стан важкий, в принципі, загрожує життю, було прийнято рішення евакувати повітряним транспортом у супроводі медичної бригади. Голландцы сказали «нет» ассоциации с Украиной. Вчера в Нидерландах пошел референдум о ратификации соглашения про ассоциацию между Украиной и ЕС. По предварительным результатам 61% проголосовали против ассоциации, 38% – «за». На референдум пришли 32% избирателей. По правилам необходима хотя бы 30% явка. Окончательные результаты будут объявлены 12 апреля. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что результаты голландского референдума являются рекомендательными и на евроинтеграцию Украины не повлияют. Я дякую кожному, хто проголосував «за». А це сотні тисяч прихильників України в Голландії. Я дякую всім, хто брав участь в популяризації України в Голландії. А це є і політики, і волонтери, і зірки спорту, культури. Водночас хочу наголосити, що цей референдум, згідно з Конституцією і законодавством Нідерландів, має виключно консультативний характер. Отже, тепер слово за урядом, за парламентом, за політикумом Голландії. Впевнений, що стратегічно ця подія не є перешкодою на шляху України до Європи. Хочу відповідально заявити, що незважаючи на це, Україна продовжить втілювати в життя угоду про асоціацію, забезпечить створення поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі з Євросоюзом, оскільки це шлях до модернізації української держави, зміцнення її незалежності. Наголошую, ми не звернемо з шляху євроінтеграції. Україну, як і свободу, не спинити. Генпрокуратура Украины не имеет права расследовать офшоры Петра Порошенко. Исполняющий обязанности генпрокурора Юрий Севрук заявил, в компетенцию прокуратуры не входит расследование возможных фактов преступлений президента. Говорил он и о роли Генпрокуратуры в борьбе с офшорами. По Конституції є особливий порядок перевірки дій президента, який до прокуратури не відноситься. Тому давайте все-таки дотримуватись закону. У нас високопосадова корупція зараз відноситься до компетенції іншого органу. Ми знаємо, якого це Національне антикорупційне бюро, яке повинно перевіряти будь-які дії по тим статтям, які відносяться до її компетенції.
Якщо у нас при перевірці інформації по офшорах будуть виявлені інші склади злочину, то ми теж будемо дивитися, які категорії них це відносять до цих компетенцій поліції або СБУ, можливо, і прокуратури. Более 100 тысяч гривен в поддержку телеканала АТР собрали на онлайн-аукционе. К акции присоединились как известные, так и простые люди. Выставляли знаковые и дорогие для себя вещи. Были также лоты, сделанные своими руками. Об итогах аукциона в сюжете. Украшения, картины, коврик для молитвы, одежда и даже чебуреки. Все это выставляли на онлайн-аукцион в поддержку АТР, который стартовал 10 марта. Участники выставляли памятную вещь и определяли цену на нее. Рифат Чубаров предложил именную ручку. Певица Джамала выставила на аукцион дизайнерскую шляпу. Лоты какие-то такие простые и памятные вещи. Но для нас это знаково очень важно. Мы поняли, что украинское общество и вообще общество неравнодушных людей в разных странах, оно готово нам помогать. Спасибо всем, кто, даже не будучи никак вообще причастным к крымско-татарскому телеканалу, почему-то понял, что он может и должен помочь. Больше всего желающих помочь каналу АТР заинтересовал лот журналиста Романа Цымбалюка. Он выставил толстовку с надписью «Укроп», в которой спрашивал о войне России против Украины на пресс-конференции Владимира Путіна. Думав, по-перше, що виставити, а з іншого боку з'ясувалося, що нічого в мене такого і немає цікавого. От подумав, що це може бути цікавим. Виставив, починалось торги з 350 гривень. Перший раз $300 запропонував Андрій Бурмакін, він з Улан-Удэ, Російська Федерація. А коли я у нього запитав, куди вам відправляти, а він сказав, насправді мені футболка не потрібна, я, як новий власник, наказую чи повеліваю, як то кажуть, щоб її поставили, щоб я її поставив знову ж таки на другий раз на аукціон. Власне, так і зробив. І купила дівчина з Москви за $303 цю толстовку. Але цікаво те, що вона з Москви, але коли ми з нею познайомились, зустрілись, то Тетяна з'ясувала, що вона киянка. Вот такая история. Присоединились к акции в России, США и Канаде. Закончился аукцион 1 апреля, в день, когда телеканал АТР прекратил вещание на территории аннексированного Крыма. Ему не выдали российскую лицензию. На спасение АТР собрали более 100 тысяч гривен. На этом все. Больше новостей в следующем выпуске «Заман». Будьте с нами. До свидания.